Далее смотрите брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидобстановке в нашей республике на сегодня. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике характеризуется наличием 249 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. При этом 103 случая приходится на город Якутск. Основные случаи, больше половины, приходятся на районы нашей республики. Сегодня особую сложность и внимание оперативных штабов привлекают районы Мирнинский, Нерингринский, Алданский, Ленский и Хангаласский. Необходимо обратить внимание на некоторое осложнение ситуации в Алекминском и Татинском районах. Оценивая ситуацию в городе Якутске на настоящий момент, необходимо обратить внимание на сложности, которые возникают в связи с закрытием ряда наших образовательных учреждений по наличию заболевания ОРВИ. При этом необходимо обратить внимание, что решения, соответствующие в районах и в городе Якутске, будут зависеть от соответствующих распоряжений и требований Роспотребнадзора при превышении соответствующего количества случаев по острым респираторным заболеваниям. При возникновении вопросов по карантину по острым респираторным заболеваниям среди школьников, соответственно, школьники будут переводиться на дистанционное обучение. В целом от 1 до 7 случаев зарегистрировано в 15 районах республики. За последнюю неделю количество по сравнению с предыдущей заболеваемости выявленных случаев снижается на 7,1%. Однако необходимо обратить внимание, что непосредственно в республике снижаются, к сожалению, и темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в связи с чем сегодня, хотя и привелось у нас около 66% взрослого населения первой дозы вакцины, необходимо, соответственно, усилить в этом направлении свою работу. В 12 районах и в городе Якутске провакцинировано более 70% взрослого населения. Наиболее низкими темпами являются темпы вакцинации в Алекминском, Амгинском, Горном, Намском и Чурапчинских районах. Необходимо обратить внимание, что именно вакцинация сегодня является единственным безопасным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая зависит индивидуально от каждого гражданина. Тогда, когда мы уже живем в ковидной истории практически 2,5 года, нужно обращать, конечно же, внимание на то, что соблюдение норм социальной дистанции, масочного режима, а также непосредственно соблюдение всех требований, связанных с сохранением своего здоровья, это достаточно такая вот серьезная не только ответственность, но по сути это долг каждого из нас. На настоящий момент те районы, в которых наиболее низкие темпы вакцинации, для них характерны и тяжелые случаи, выявлены тяжелые случаи, для них характерна и болезнь лиц старше 60 лет, для них характерна и высокая летальность. Поэтому, не приходя на вакцинальный участок, не думайте о том, что от ваших решений зависит и, соответственно, в том числе здоровье всех окружающих. Приходя же на вакцинальный участок, вы четко понимаете, что вы сохраняете себя и своих близких, и всех, кто живет рядом. Необходимо обратить внимание, что вакцинальная кампания идет не только относительно новой коронавирусной инфекции, но и относительно гриппа. На настоящий момент привито 35,4% от населения Республики Саха-Якутия. И хотелось бы всех призвать, в том числе и на гриппозную кампанию, и обратить внимание на то, что соответственно, вакцина против гриппа и вакцина против коронавирусной инфекции может ставиться одновременно. Медицинские организации работают, открыты двери в удобное для граждан время, работают прививочные выездные бригады. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наступает 3-я неделя, когда мы живем в условиях предъявления QR-кодов в места общего пользования. Хотелось бы вас поблагодарить за разумное, правомерное поведение и, соответственно, конечно же, призвать к тому, чтобы к их пониманию того, что именно подобного рода ситуация позволит нам снизить заболеваемость. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Но мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот основные темы.
Как подготовить первые экспортные поставки? В Якутске стартовала 4-я конференция «Экспортеры Якутии». Лед крепчает, 6 ледовых переправ муниципального значения открыты в Якутии. Этот древнейший музыкальный инструмент остается национальным символом культуры народа Саха. День Хамуса отмечают сегодня. Ветеранов боевых действий предложили освободить от транспортного налога. Поправки в законопроект о налоговой политике приняты в 4-м чтении на сессии Госсобрания ЛТУМЭ. Якутия – один из 5 субъектов России, где принимают такие меры поддержки. Кроме того, в первом чтении рассмотрели вопрос о поддержке бизнеса в период пандемии. Кроме того, выделены дополнительные федеральные и республиканские средства на борьбу с ковидом, онкологией и для диспансеризации населения. Как в онлайне найти покупателей за рубежом, как подготовить первые экспортные поставки и какую бизнес-модель выбрать для расширения бизнеса. Об этом расскажут 13 профессионалов в сфере бизнеса и экспорта. Сегодня в Якутске стартовала 4-я конференция «Экспортеры Якутии». Мероприятие нацелено стимулировать компании республики выходить на экспорт для предоставления товаров и услуг на международном рынке. Приглашены эксперты из школы бизнеса Сколково в Москве, у которых есть практический опыт ведения экспортной деятельности. В этом году конференция проходит в гибридном формате. Многие спикеры участвуют дистанционно, а некоторые представители ведущих фирм Якутии присутствуют лично. Также организаторы запланировали и мастер-класс. После обеда будут 2 мастер-класса. Первый мастер-класс – это по участию в международных выставках, потому что наши компании активно принимают участие. Но чтобы был выхлоп от участия к ним, надо очень хорошо готовиться. И поэтому мы пригласили очень известного специалиста в этой области, который расскажет вам, как правильно подготовиться и как сделать участие в выставках наиболее эффективным. 6 ледовых переправ муниципального значения открыты в Якутии. Среди них в Верхнеколымском районе Зарянка-Затон до 3 тонн. В Жиганском районе Жиганский аэропорт также до 3 тонн. В Момском районе для машин массой до 3 тонн работает переправа Хану-Борсысы на реке Дигирке. В Сунтарском районе на реке Вилюй до 4 тонн открыта переправа по маршруту Сунтар-Устье. В Вилюйском районе по направлению Вилюйск-Жиганск открыта переправа до 3 тонн. В Оленекском районе по направлению Оленек-Хараялах работает ледовая дорога для автомобилей массой до 3 тонн. Рекордные 70 миллионов деревьев высадили в России в рамках акции «Сохраним лес» в этом году. Это почти вдвое превышает показатели предыдущих годов. Особенно активно акция шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом. Первыми лесовосстановительные работы начались в Якутии, сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она отметила, что в лесовосстановлении по всей стране приняли участие 1 миллион 300 тысяч человек, что на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Ключи от 48 квартир в новом доме в Чурапче получили 165 граждан, проживавших в аварийных домах. 5-этажный дом построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Его общая площадь 2500 квадратных метров. Новоселам передали 20 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Все они оснащены счетчиками воды и теплоснабжения, а также благоустроена придомовая территория. Всего по госпрограмме до конца 2025 года ключи от новых квартир в районе получат 1000 человек. На эти цели из федерального, республиканского и муниципального бюджетов выделят около 2 миллиардов рублей. Чурапчинский ночлег работает по этой программе переселения граждан из аварийных домов с 2015 года в основном. И в этом году мы ввели 48 квартир. И в прошлом году 60 квартир получили новые квартиры. И в будущем планируется около 30 домов переселять, планируем. Сегодня в Якутии отмечается День Хамуса. Этот древнейший музыкальный инструмент является национальным символом культуры народа Саха. Якутск – один из центров варганной музыки в мире. Хамус стал визитной карточкой и брендом Якутии. В этом заслуга единственного в мире музея и центра Хамуса народов мира, созданного по инициативе хамусиста-виртуоза, ученого и исследователя Ивана Алексеева. Музей отмечает 31 год со дня открытия.
Была презентация книги Ивана Егоровича Алексеева, основателя нашего музея «Куяртан Кутуллар Дорогоннор». В эту книгу включаются статьи, сборник статей и трудов Ивана Егоровича. В этом году должны были проводить конкурс, третий международный конкурс «Виртуоз хомусист мира». К сожалению, в связи с пандемией его перенесли на 2022 год. И в 2022 году мы отберем новые имена, новые виртуозы-хомусисты мира. Так что развитие хомуса во всем мире идет большими шагами. Будут еще больше узнавать во всем мире о Якутии. В Амге презентовали книгу к столетию краеведа и патриота амгинского улуса Лаврентия Александрова. Над выпуском книги работал сын ученого, доктор медицинских наук, заслуженный врач Якутии и России Вячеслав Александров. Идею книги «Фотолетописи» озвучил писатель, почетный гражданин амгинского улуса Дмитрий Наумов. В основу книги взяты записи из дневника и фотографии из личного архива Лаврентия Лаврентьевича. Он был участником Великой Отечественной войны и известным краеведом своей малой родины. Благодаря ему изданы первые книги об Амгинском районе и об истории хлебопашества и земледелия в районе. Я решил ему посвятить книгу «Память, фотолетопись». Не только о нем, конкретно о Лаврентии Лаврентьевиче Александрове, но и о том замечательном времени, в котором жило все то поколение наших советских людей. Ну и потом очень много интересных открытий я, работая с архивами моего отца, с его дневниковыми записями. Он вел дневниковые записи, причем часть записей он вел на алфавите Семена Андреевича Новгородова. Сегодня белой медведице Харчани исполняется 5 лет. В Ленинградском зоопарке планируют отметить день рождения любимицы публики в субботу, 4 декабря. Сотрудники подготовили мероприятия для посетителей и лакомства для именинницы. Это первый маленький юбилей в жизни любимицы. Многие подписчики расстраиваются, что не смогут лично поздравить эту северную красотку в будний день. Поэтому было решено посвятить Харчани субботу, сказано в сообщении. Напомним, Харчана родилась в якутском зоопарке Ортудайду в конце 2016 года и является первенцем пары Колымана и Ломоносова. В 2017 году ее отправили в Ленинградский зоопарк, откуда родом ее отец. Далее обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.